Это такой процесс захватывающий, увлекательный. Пока кусочки ткани, непонятно, что из этого получится, но когда уже начинаешь вышивать мордочку, это вот как будто это твой ребенок. И когда уже готовая игрушка получается, честно, с каждой игрушкой бывает вот тяжело расставаться. В этой небольшой мастерской каждый день рождаются уникальные игрушки, говорящие на осетинском языке. Илона Дзалаева – создатель этих замечательных зверушек. Еще несколько лет назад девушка и подумать не могла, что оставит работу бухгалтера и возьмет в руки иголку с ниткой. Виновницей таких кардинальных перемен в профессиональной деятельности стала младшая сестренка Илоны, для которой и была создана первая мягкая игрушка в национальном стиле. У меня сестричка младшая. У нее очень много игрушек, как и у всех деток. Но почему-то, вот смотришь, все игрушки – это какие-то американские персонажи, американских мультиков, даже российских. Но нет ничего национального. Не то, что говорящего на родном языке. А сейчас, как всем известно, к сожалению, существует такая проблема, как исчезновение родного языка. И вот возникла такая идея, а почему бы не сделать игрушку, которая будет говорить на осетинском языке? Для создания мягких игрушек осетинская рукодельница использует только натуральные ткани, которые абсолютно безопасны даже для самых маленьких детей. Наши же ткани – это искусственный мех на трикотажной основе. Изначально мы сразу подумали о том, что мы не хотим цветные меха использовать, то есть розовый зайчик, например. Этого в природе нет, не существует, а мы хотели все-таки, чтобы ребенок понимал и изучал с помощью наших игрушек окружающий мир. Плюс не должно было быть мелких деталей, которые ребенок может оторвать и засунуть в рот и проглотить. После того, как концепция создания игрушки была завершена, дело встало за ее уникальностью. Илона четко понимала, чтобы составить достойную конкуренцию самым популярным детским персонажам, нужна какая-то особенность. И тогда было принято решение одеть зверушек в национальные костюмы. Процесс создания национальных игрушек так увлек Илону, что она не остановилась на достигнутом. Мастерица решила их оживить. Сейчас каждый зайчик или медвежонок поет песенки, рассказывает обучающие стихотворения, и все это на осетинском языке. Озвучиванием национальных игрушек занимаются актеры Осетинского театра. Когда артисты узнали о таком развивающем проекте, то с радостью согласились поделиться своими голосами с мягкими игрушками. Когда была выпущена очередная партия игрушек, для себя мы решили провести вот такой эксперимент. Отнести игрушки в детский сад, в группу к малышам и просто посмотреть на их реакцию. То есть просто положили на стол игрушки, и детки подходили и брали их. Они очень долго их рассматривали, начали уже с ними играть. Cine bărbatul di? Ai ciu. Cade. Ma cade cai mascare. Cai mascare cade. Когда они услышали, что игрушки разговаривают на осетинском языке, многие стали просить, чтобы сами они рассказали стихотворения, которые они уже знают, тоже на осетинском языке. Это было очень приятно наблюдать, и в тот момент понимаешь, что все, что ты делаешь, это не зря. На создание одной игрушки уходит день кропотливой ручной работы. Каждая деталь отдельно выкраивается. Затем все части тела будущего зверька вручную сшиваются. Голову мы тоже полностью вышиваем вручную, то есть носик вышивается, глазки тоже мы делаем вручную. На спине у нашей игрушки есть отверстие с замочком, в которое мы засовываем синтепон. Также там есть музыкальный модуль, благодаря которому наша игрушка разговаривает. То есть мы вот это все набиваем, закрываем, и все, игрушка готова. Останется ее только одеть. В ассортименте осетинской рукодельницы уже несколько десятков различных мягких зверушек. Зайчики и медвежата уже успели полюбиться многим деткам. На подходе партия волчат, барсов, лисичек и ежиков. Каждый малыш из большого разнообразия зверушек сможет найти себе подходящего мягкого друга.